Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Заиндин Курманов, историк, профессор. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Уже более месяца идет война в Украине. И объясняли начало войны и причины нападения на Украину историческими некоторыми доводами, что такой страны раньше не было, она искусственная, не имеет права на существование, хотя 30 лет все-таки она была членом ООН, она даже была членом ООН после 1945 года, да, вместе с Белоруссией, СССР и Украиной. Как может страна, которая является членом ООН, считаться несуществующей, и на нее надо нападать, и это нападение не считать нападением, потому что якобы такой страны нет вообще? Ну, историю не случайно называют прислужницей политики. Политики всегда используют историю, чтобы обосновать свои какие-то действия политические. И в настоящем случае это тоже не исключение. Я убежден и уверен, что и следующие правители, короли, президенты, императоры тоже будут прибегать к истории как основному аргументу. Главное – заморочить голову населения, убедить в своей собственной правоте. Когда концепцию общественно-экономических формаций создавал Маркс, он тоже прибегал к истории. Или Льюис Морган писал свое древнее общество, он тоже начинал с изучения истории. Вот изучение истории привело к тому, что появилась теория классовой борьбы, общественно-экономический формат, первобытно-общинный строй и другие теоретические размышления. Говорить, что это полностью неправда, мы не имеем права, потому что где-то, да, есть логика. И коммунизм – это первобытно-общинный строй, только более высокого порядка. При коммунизме нет денег, нет классов, нет эксплуатации, нет государств, нет конкуренции, но нету ничего. То есть коммунизм был срисован с картинки первобытно-общинного строя. Понимаете? Вот в первобытном общинном строе тоже ничего этого не было. Потом появились классы, появились государства, появилась армия, полиция, бюрократический аппарат, появилась письменность, законы, и понеслось дальше. Поэтому здесь ничего такого нового нет, смотря как написать эту историю. Потому что... Ну вот почему обвиняют Ленина в возникновении Украины? Ну, Ленин же, он рассматривал, он совершал крестьянскую, социалистическую революцию в крестьянской стране. Теория марксизма была написана, Маркс писал ее, для развитой индустриальной страны, где многочисленный рабочий класс. А Ленин, почему он стал тоже теоретиком марксизма, он сказал, что социалистическая революция может произойти не обязательно в стране, где доминирует рабочий класс, а может произойти в стране, где наибольшие острые противоречия, национальные противоречия, классовые и так далее, и так далее, и так далее. И он прекрасно знал, что Россия – это крестьянская страна, и без союзников рабочему, малочисленному рабочему классу невозможно одолеть самодержавие. И появились союзники крестьянства, сначала беднейшее, а потом и все крестьянство. Появились угнетенные народы Востока, которых угнетает российский империализм. Вот как получается. То есть вот эти три союзника могут не спровергнуть царизм, самодержавие и осуществить мировую коммунистическую революцию. Поэтому союзникам надо было раздавать по серьгам. И поэтому вместо колониальных новых приобретений, которые в соответствии с российскими административными законами в 1874 году
вся Россия была поделена на области, края, там, губернии и так далее, так далее, так далее. Вот на месте бывших колониальных приобретений, вот, например, Казахстана, казахского ханства, которое было завоевано, создали степной край. Степной край состоял из различных областей, там, Семей, Реченский, Оренбургский и так далее. Последним приобретением России в Туркестане, ну, Кыргызстан был последним приобретением. Мы вошли в состав Российской империи 100 лет спустя после казахов. Что сделали российские колониальные власти после того, как Кыргызстан был включен в состав России? Там и добровольные моменты есть, и военные. Северная часть Кыргызстана добровольно вошла, южная часть боролась до конца. Потому что южная часть входила в состав Каканского государства, а Каканское государство не хотело входить в состав Российской империи. Она сама империей была. У нее свои имперские амбиции были. Но в военном отношении она была слаба. Это была уже не Золотая Орда и не монгольское ханство, которое могло всех крушить. Поэтому на месте новых колоний, приобретенных в Туркестане, Россия создала Туркестанский край, который разделила на несколько областей, которые называлась Семиреченская область, там, Ферганская область, Сардаринская область там, и так далее, там, Ферганская область. Бывшая территория Коканда, где проживали тюркские народы и где доминировали, скажем, узбеки, киргизы и кипчаки, как кочевые племена, оно превратилось в губернию, российскую область, административную область. И говорить о том, что у этих народов раньше не было государственности, а о том, что Россия им дала территории, это, конечно, противоречит самой истории. С Украиной как случилось? Ну, с Украиной примерно то же самое. Украина проходила, это рубеж, западный рубеж, где кончается Европа и начинается Евразия. Украина изначально тяготела к Западу. Изначально. И противоречивые отношения между Россией и Украиной в этом-то и состояли. Российская империя хотела включить Украину, точнее земли, которые называются Украиной, свой состав, там запорожские казаки, там литвины, Речь Посполита. Они же, украинцы, входили в состав и Австро-Венгрии, и Германской империи, входили в состав Киевской Руси, которую создали варяги, норманы, викинги. Понимаете? То и в состав Крымского ханства, и в состав Турции, и в состав Польши. И там это перекресток, где проходили все завоевания. В свое время Речь Посполитая, это общее государство украинцев, белорусов и поляков, оно было крупнейшей империей в Европе. Они даже претендовали на гегемонию, и даже польские паны захватили Москву вот во времена, помните, 612 год. Когда Минин-Пожарский, когда началась смута, когда прекратилась ветвь царя Ивана Грозного, царевич Дмитрий был убиен, и на престол взошел татарский князь, бывший, царедворец, бывший татарский мурза Борис Годунов. Борис Годунов же, он был татарин, принявший крещение. И российская элита наполовину это бывшие татаро-монгольские князья и наёны. Если следовать логике нынешних агрессоров, получается, поляки могут объявить, если бы у них была сила достаточная, вы были нашими раньше землями, и Москва должна принадлежать Польше. Своего ставленника они посадили на русский престол, московский престол. И даже свою полячку, польку,
польку, они возвели на престол, она стала законной императрицей России. Понимаете? Она была коронована. Гришка Трепев, она... Гришку Трепева скинули, а она-то претендовала, продолжала претендовать на русский престол. Просто у Польши не хватило селенок в то время. Поэтому сама история, посмотреть присоединение Запорожской Сечи, Украины, Гетманской, к России, как драматично проходил. Гетманом Украины был польский пан, как его фамилия, забыл, который подписал унию с Россией. Но на каких условиях? О том, что он продолжает оставаться владыкой. То есть они создают унию, союз. В то время, ну сейчас бы назвали федерацией. А потом российские императоры и императрицы, они ликвидируют украинского гетманства, и он становится такой фигурой, как сказать... Зависимой. Зависимой, незначительной. Формально он был гетманом, на самом деле власти у него никакой не было. Вот с этого момента следующий гетман, который пришел на место того, который подписал с Россией унию, он начал прямо противоположную позицию. Он начал сближение с Крымской Ордой, с Польшей и начал проводить прозападную политику. Ну, в российских учебниках, наших советских учебниках, все это описывалось, что он предатель, что он предал. Но мы этому всему верили. Сейчас, когда правда открывается доступ к новым источникам, новым книгам, научным исследованиям. История Украины драматична и совсем не так выглядит, как ее писали великодержавные историки. И советские, и российские, и прочее, прочее, прочее. Но вот дореволюционная, до 1917 года история и потом большевистская история различаются. И почему вот теоретики в Кремле сейчас говорят, что такой страны не было, ее Ленин создал? Ну, Ленин, я же говорю, в основе его идеологии было то, чтобы вокруг большевистской власти сплотить, мобилизовать угнетенный народ. Ну хорошо, а границы? Вот. А границы, которые создавались в то время, они, я же говорю, там постоянно присутствовали разные империи, разные страны. Украину делили, Польшу, даже Польшу разделили на 3 части. Одна часть принадлежала Германии, другая Австро-Венгрии, третья России со столицей Варшавы. Ну а потом, после 2020 года, Польша обрела независимость и вооруженным путем добилась своей независимости. Россия или Советская Россия проиграла войну Польши. Маршал Пилсудский нанес поражение. Это было не единственное поражение. Там сейчас говорят, что Россия последние 500 лет не терпела поражения. Куча там войн было. Когда это говорят доктора исторических наук, уважаемые профессора, начинаешь невольно думать, что с ними произошло. А русско-японская война, Крымская война, советско-финская война, война с Польшей. Польша вообще как государство практически не существовало. И под Варшавой был разгромлен кто? Самый выдающийся маршал Советского Союза Тухачевский. Понимаете? Потенциала не хватило. После этого большевики отказались от замыслов покорить Европу и экспорт революции, социалистической, коммунистической революции на Запад. Потому что в это время произошли, так скажем, социалистические революции в Будапеште и Красная Венгрия, и в Баварии. И теоретикам марксизма в России показалось, что это как раз вот
сигнал того, что Европа готова к социалистической революции. А там все эти революции в течение 2 месяцев подавили, и прежний режим был восстановлен. И тогда здравые головы, в том числе и Владимир Ленин, поняли, что они слишком забежали вперед и слишком поверили в революционность западного пролетариата. Поэтому остановились, утерли нос и вернулись к прежним границам. Потом не забывайте, что была Первая мировая война, из которой Россия потерпела поражение. Она могла выиграть войну. Она проиграла Германии, которая проиграла в войне. Да, которая проиграла Антанте. И территория была оккупирована. Украина, Беларусь, Прибалтика, все это было буквально за несколько дней оккупировано в результате Брест-Литовского мира. Помните, да? Какая драматическая страница. Ленин тогда мудро рассудил, что не сегодня-завтра он видел, что Германия потерпит поражение, и в условиях Брест-Литовского мира можно будет разорвать. Что он и сделал. А были же другие патриоты, которые хотели воевать до последнего русского солдата. Они проиграли. И, в принципе, так и получилось. После того, как произошла социалистическая революция, там образовались в Украине Украинская Народная Республика. Надо же показывать весь процесс в целом, а не отчасти там что-то. Процесс брожения начался на всем пространстве Российской империи. Вот эти буржуазные государства, Украинская Народная Республика, Белорусская Народная Республика, Закавказье, то, что там происходило, к власти пришли в Азербайджане, в Грузии пришли грузинские меньшевики, в Армении дашнаки, в Азербайджане мусаватисты, в Туркестане к власти пришли алашардинцы, туранцы, там представители других политических партий, буржуазные правительства были установлены, Татарии, Башкирии, в Крыму, крымской директории, на Кавказе там куча различных, понимаете, везде, потому что Октябрьская революция пролетарская, она шла под флагом освобождения от национального угнетения, и местные политические элиты, местная буржуазия, интеллигенция и прочее, поверила в эти лозунги и начали на местах провозглашать создание своих суверенных государств. Далеко не пойду, на территории вот только Средней Азии была провозглашена сразу же Коканская автономия, это Тюркская республика. И Алаш-Орда – это тоже Тюркская республика, но только в северной ее части, со столицей в городе Семипалатинск. Потом со всеми с ними расправились, потихонечку обманули, там, обхитрили, сказали, повремените, мы все это сделаем, а потом ничего не сделали. И сформировали свои правительства. На Украине то же самое было. Обещали, потому что Россия большевистская, она не могла выдержать все фронты, плюс еще все же страны Антанты, Япония, Америка высадили свои войска. Было создано сибирское правительство Колчака, там же Дальневосточная республика Блюхера возникли. Далеко не все они были социалистическими рабочими. Понимаете, в чем дело? Россия распадалась. И поэтому были применены разные способы. И если просто сказать, вот когда алашовцы, скажем, я их больше знаю, в 1905 году они хотели создать создавались как филиалы кадетской партии кадетов, конституционных демократов, это российские либералы, которые хотели провозгласить, свергнуть российское самодержавие и вместо России создать демократическую республику, российскую демократическую республику. А алашевцы и другие национально угнетенные меньшинства, они выступали за демократическую российскую республику, но не унитарную, а федеративную, как союз различных мелких и больших государств национальных. Поэтому первая автономия, вот, скажем, в Азии автономия, Алашская, Коканская автономия, они не провозгласили суверенитет.
независимость. Они провозгласили свою автономию. То есть во внешней политике может быть общие, ну, как в нормальной стране. Все передает центральному правительству, во внутренних вопросах полная самостоятельность. Ну, это примерно американский или германский федерализм нынешний. А Украина, там движение было другое. Украина, вот за исключением Беларуси, Украина, Польша, Финляндия и так далее, все другие западные колонии Российской империи, они выступали за независимость. Поэтому, когда там произошла Украинская Народная Республика, Белорусская Народная Республика была похожа очень на туркестанскую, на партию Алаш, они тоже там, в Беларуси была слаба интеллигенция, буржуазия, поэтому они тоже выступали за союз с Советской Россией, и поэтому Беларусь всегда традиционно, исторически выступала за крепкий союз с Россией, что мы наблюдаем и в настоящее Ну, это время. все, у нас просто время осталось где-то около А 10 Украина потом поменяли режим, вместо Украинской Народной Республики и правительство Рады создали, переворот сделали, привели к власти большевиков, и Украина провозгласила себе Украинская ССР, а в 1922 году они образовали Союз Советских Социалистических вместе с Республик. Россией, да? Вместе с Ну вот Россией, да. Эта история, она такая сложная, и выуживать из этой истории выгодные для себя только кусочки и, опираясь на это, нападать на уже, извините меня, 30 лет независимую страну, это, наверное, не совсем хорошо. Ну, я скажу просто так, многие же политики, они не историки. Мгм. А тем более в наших школах историю обучают очень плохо. Поэтому и нашим политикам это относится, и казахским, и другим тоже. Все они хотят из истории получить собственную выгоду. Они думают, что если они нарисуют свою собственную модель, все проглотят. Но есть же ученые в других странах. Мы же историки не просто там что-то делаем, мы же видим исторический процесс, сложный исторический процесс в пространстве, во времени, в развитии на протяжении многих тысячелетий, как эти союзы складывались, как складывались различные силы, конфигурации географические. Тем, которые хотят чего-то быстро достичь, этого не нужно. Гитлер тоже там что-то нашлепал там о превосходстве германской нации, о том, что мы арийцы, а выясняется-то, что арийцы-то, оказывается, не германцы, а мы киргизы. И это самое главное подтверждают русские ученые. А кто такие арийцы? Арийцы – это, ну, первочеловеки, скажем так. Вот на Алтае, вот там, где вот село Афанасьево, Андроново, 20 тысяч лет тому назад образовалась культура, которая положила основу там арийской цивилизации, арийским племенам. И вот оттуда арийцы распространились, часть пошла на юг, создали Индию, да, и индусы тоже арийцы. Другая часть пошла ниже Каспийского моря, это персы, персидская цивилизация, это тоже арийцы. Другая часть пошла сверху через Каспий, там образовались современные европейцы. И вот сегодняшняя история, слава богу, сейчас таких барьеров нет, препон там, пропаганды советской и там советские идеологии социалистические. Сейчас мы видим все в развитии процесса. И там обнаруживаются интересные картины, абсолютно интересные, которые не совпадают. Поэтому я бы посоветовал всем нашим сделать своими советниками, взять хотя бы одного хорошего историка. И я думаю, порядок в государстве, во многих государствах, будет восстановлен. Вот, кстати, Махатхир Мохаммад и Ли Куан Ю, у них в аппарате есть должность людей, которые говорят правду. То есть они должны всегда говорить правду. Человечество возникло, ну, по самым последним, да, в Африке. Оттуда 6 миллионов лет тому назад возник первый человек, да. Семейство Homo. Угу. Ой, да, семейство гоминиды, прямоходящие, обезьяны. Оттуда переместилась на Алтай, и уже из Алтая... 500 тысяч лет тому назад появились первые люди семейства Homo. И оттуда, вот с юга Африки, начинается расселение
Австралии, Европы, Африки, Америки, Алтая. Вот Алтай называют родиной, второй родиной человечества. Почему? Потому что оттуда вторая волна расселения Второй центр, начинается да? именно там. Второй центр. Почему это произошло? Вот сейчас задача перед историками. Вот мы сидим сейчас и думаем, почему именно Алтай стал второй родиной? Почему оттуда пошли гунны? Первая волна переселения, вторая волна переселения, третья. Почему избыток населения? Почему оттуда пошло заселение Америки, американского континента? Почему оттуда шло заселение Австралии и других, вот всего Тихоокеанского бассейна? Понимаете? Вот в чем проблема. Ну вот это отдельная история, наверное. Вот теперь, почему из-за вот этой войны, развязанной Россией против Украины, разделилось крымское общество? Проводятся митинги и в защиту России, и в защиту Украины, и причем власти ведут себя по-разному к этим митингам. Проводятся разные круглые столы с объяснением, основываясь на некоторые факты истории, с оправданием этой агрессии. Даже вот кинофестивали проводятся про Донбасс, да? Якобы Донбасс там был угнетенный, из-за этого началось. У нас времени буквально 4-5 минут. Почему у нас такой вот, ну, грубо говоря, бардак в общественном сознании в Кыргызстане? Ну, то, что бардак творится в общественном сознании, я думаю, или хаос, точнее, это даже хорошо. Это говорит о том, что государство у нас достаточно свободное, можно выражать собственную точку зрения, попробуйте это сделать там в соседних республиках, сразу упекут соответствующее место. У нас тоже начали упекать. Начали упекать, это тревожный сигнал, потому что государство должно заниматься, ну, скажем так, обеспечением общественной безопасности. Если нет угрозы общественной безопасности, то государство позволяет все. Вот эти элементы демократии у нас сохранились, остались, несмотря на то, что мы форму правления поменяли. Мне радует, что наше правительство, власть не вторгается в частную жизнь граждан, что происходит у соседей наших. Там даже думать нельзя. Если ты подумаешь, что это не военная операция, а война, тебя могут упечь. Ну, маразматические законы появляются, это признаки других ситуаций. Но почему у нас происходит? Потому что мы демократическая страна. Потому что мы воспитаны так, у нас другой менталитет за 30 лет сложился. Многое зависит от источника информации, доступа к источникам информации. Те, которые имеют широкий доступ, у них одно мнение. У тех, у кого доступ ограничен, они другого мнения. Пытаться кого-то переубедить, я думаю, бессмысленно. У кого-то кто-то вынужден там этих поддерживать, кто-то это. В мире же произошел раскол на две части. В мире, не то что у нас. А мы часть этого современного мира. Хорошо, что нас еще не заставляют говорить то, что президент сказал, у нас мы нейтральная страна, я думаю, это правильная позиция, потому что произошел такой раскол. Мы маленькая страна, от нас мало что зависит. Гражданское общество у нас другое мнение. Власть имеет другое мнение. Бизнес-сектор, второй сектор имеет свое собственное мнение. Каждому позволено думать так, как он считает нужным. И в этой ситуации, конечно, многое зависит, собственно, от нас, граждан. Если мы... Я, например, не совсем разделяю позиции, потому что я Чьи же... позиции? Да, ну, скажем, то, что там, скажем, пропагандист или кто-то. У меня широкий доступ к информации. И в конце концов, я доктор исторических наук. Я серьезный ученый. Понимаете, если бы я был какой-то там купивший диплом, я размышляю, я думаю, я не над такими вопросами думаю. Я думаю вообще о происхождении человечества. И решаю глобальные проблемы. А эти проблемы
меня касается только потому, что вопрос идет о выживании человечества. Потому что ребром поставлен вопрос. После этой трагедии мы останемся живы или начнется пятая цивилизация, о которой писала Майя в своих календарях. А пятая цивилизация, почему пятая, а не четвертая? Потому что первая, вторая, третья, четвертая погибли, согласно версии вот индейцев майя. То есть они не смогли предотвратить ядерную войну, все погибло, все начали с нуля. Почему я говорю, 500 тысяч лет тому назад появился человек рода Homo, то есть разумный. А перед этим 5,5 миллионов лет что было? А почему находят артефакты, которым несколько миллионов лет? Там телефоны современные, о которых мы говорим, находят окаменевшие там в камнях. Динозавры 70 миллионов лет тому. Понимаете, меня волнуют такие вопросы. Время у нас уже подходит. Поэтому я так думаю, что правительство, конечно, поставлено в такие условия. Либо вы с международным сообществом, либо вы Поддерживаете агрессию. поддерживаете, да. В нашей ситуации мы правильно заявили о том, что мы нейтральная страна. И все умные государства это прекрасно понимают. Никто нам не вправе диктовать. Мы суверенное государство. Мы от многих зависим, и не только от России, от Китая зависим, от США зависим. Мы зависим от всех. От нас никто не зависит, понимаете? Поэтому мы должны, когда принимаем взвешенную внешнюю политику, мы учитывать эти интересы и стараться сгладить. Вот я думаю, что Кыргызстан мог бы предложить, и мы предложили свой потенциал, свои возможности, как самой демократической страны. К нам приедут другие, и украинцы приедут, и китайцы приедут, и афганцы приедут. Мы как площадка для дискуссий, как место, где не сталкиваются, а пересекается цивилизация. Я давно об этом пишу. И чтобы наше государство и власть всегда провозглашала эту политику. И тогда претензий к нам будет меньше. Не надо об этом забывать, понимаете? Об этом забывать. О том, что мы призваны, почему мы самые древние тюрки, и почему у нас самая древняя цивилизация среди народов Средней Азии. Наверное, у нас какой-то Бог, какое-то иное предназначение. А не только там есть бешбармак или там играть на комоде. Время у нас подошло к концу. Спасибо вам большое. У нас в гостях был историк, профессор Заидин Курманов. Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам также.